Здравствуйте, в студии Тимур Бекмурзин, время реальной экономики. Все познается в сравнении. Нынешняя ситуация в экономике России и в целом на глобальных рынках тому наглядное подтверждение. Да, мы еще далеки от того, чтобы считать, что все у нас идеально, темпы роста во всех отраслях прекрасные, пандемия отступила окончательно. И все-таки, если сравнивать ситуации 2020 года, год нынешний, 2021, внушает сдержанный, но оптимизм. После тяжелейших потерь прошлого года мир живет надеждой, и восстановление идет вполне приличными темпами. Об этом мы еще поговорим сегодня в нашей программе, в том числе на примере таких пострадавших отраслей, как нефтехимия и нефтепереработка. При этом есть отдельные позитивные тренды, развитию которых мы обязаны в том числе и пандемии. Все-таки период жестких локдаунов и самоизоляции не прошел даром. Людей все больше тянет на свежий воздух, на природу. А забота об экологии стала глобальной тенденцией. С одной стороны, 2020 вынужденно стал годом массового перехода в онлайн. С другой, и в этом есть свои плюсы, технологии вышли на первый план. Они уже изменили и дальше продолжают менять нашу жизнь. В том числе это касается и такой ключевой для нашей страны сферы, как топливно-энергетический комплекс. Сегодня мы можем говорить уверенно, российские предприятия движутся по тому же пути, что и европейская нефтепереработка, которая работает в очень жесткой системе экологического регулирования. Мы повышаем энергоэффективность, работаем над программами энергосбережения, внедряем лучшие практики по всем направлениям. И хорошо, что это не какая-то отдаленная перспектива, а нормальная текущая работа наших компаний, эффективных и успешных, таких как ТАИФ-НК. К чему мы стремимся? Где эти наши ориентиры будущего? Вот они. Выход светлых нефтепродуктов на уровне 98%, глубина переработки на уровне близком к 100%, современная система управления и гибкая технологическая схема, которая позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. Вот он, образ эффективного конкурентоспособного нефтеперерабатывающего завода ТАИФ-НК 2030 года. Плюс к этому высокая надежность и низкая нагрузка на окружающую среду. О настоящем и будущем нефтепереработки в Татарстане на примере такой компании, как ТАИФ-НК, расскажем сегодня в нашей программе. Смотрите в этом выпуске. Осторожный оптимизм. Нефтепереработчики Татарстана выруливают на траекторию устойчивого развития после трудного 2020-го. В группе ТАИФ подвели итоги работы в прошлом году и рассказали о перспективных планах. Причем тут качество нефти? Все подробности в первой части нашей программы. Хотел бы всех вас поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить за вашу работу. Я надеюсь, что у нас дальнейшие большие планы, и эти планы будут реализованы. Мастера своего дела. Работники ТАИФ-НК принимают поздравления с профессиональным праздником. Кто они? Люди, которые тяжелую нефть превращают в бензин и дизельное топливо. Рабочие будни и счастливые минуты праздника нефтепереработчиков в репортаже от наших корреспондентов. Это был, пожалуй, один из самых тяжелых в плане экономики год для всех. Прошедший 2020 не пощадил никого, пострадали все отрасли, все страны и регионы. Однако, объективности ради, один из самых болезненных ударов приняли на себя нефтяники, нефтепереработчики, нефтехимики и энергетики. Почему я говорю о болезненности удара? Да потому что, несмотря на колоссальные потери, все эти стратегические комплексы все это время активно работали и работают. Чего это стоило коллективам этих предприятий – отдельная тема, но факт остается фактом. Второе. Компании группы ТАИФ не только сохранили, а где-то даже нарастили занятость, загрузку производств, но, что было особенно тяжело, реализовали все свои инвестиционные программы и в полном объеме выполнили взятые на себя социальные обязательства перед работниками. Третье. Удалось сохранить все контакты и связи со своими партнерами и клиентами. Никого не подвести. Ну и четвертое. Компании группы ТАИФ все это время активно помогали другим. Тем, кто еще больше нуждался в помощи и поддержке. Больницам, поликлиникам, врачам, школам, городским организациям. Для компании ТАИФ-НК это был особенно трудный и непростой период.
Против нефтепереработчиков сработали сразу несколько факторов. С одной стороны, обвал спроса на нефть и другие виды ископаемого сырья, вызванный пандемией, не выручил и так называемый топливный демпфер. Наоборот, из-за низких цен на нефть нефтепереработчикам пришлось доплачивать в бюджет. Ну и третий специфический фактор для ТФНК. Дело в том, что компания осуществляет свою деятельность в непростых рыночных условиях. Отличительной особенностью является отсутствие собственной нефтедобычи, в то время как большинство российских нефтеперерабатывающих комплексов входят в состав вертикально интегрированных компаний. Нефтегазовое сырье приобретается группой ТАИФ по ценам, которые напрямую зависят от мировых котировок, но не учитывают постоянное ухудшение качества приобретаемой нефти. А это на самом деле колоссальные проблемы и серьезный риск. Подробности в нашем репортаже. 2020 год объективно стал годом испытаний и годом проверки на прочность для всей мировой экономики. Так, по данным ООН, запреты и ограничительные меры, принятые в связи с пандемией, привели к снижению мирового ВВП на 4,3%, что соответствует 11 триллионам долларов. Один из самых сильных ударов пришелся на глобальный рынок нефти и нефтепродуктов. Так, по данным ЦДУ ТЭК, объемы добычи нефти в России составили 513 миллионов тонн, что на 9,3% меньше рекордных 560 миллионов в 2019 году. В условиях, когда кризис, вызванный пандемией, обвалил спрос на нефть, нефтепереработчики также оказались в незавидной ситуации. Нефтеперерабатывающие заводы Северной Америки, Европы и Японии были вынуждены бороться за сокращающийся рынок сбыта, используя тактику понижения цены зачастую в ущерб себе. В то же время в Азии наблюдался устойчивый рост нефтеперерабатывающих мощностей, соответствующий росту потребления. Доля перерабатываемого нефтяного сырья в России за последние 10 лет не изменилась и находится в диапазоне 51-53%. Однако в последние годы наблюдается тенденция по увеличению мощности НПЗ и строительству новых комплексов, что в будущем позволит увеличить долю переработки нефти внутри страны. В 2020-м на производственных мощностях АО «ТФНК» переработано 7,3 миллиона тонн нефтегазового сырья. Снижение объемов переработки относительно предыдущих лет объясняется двумя главными факторами. Первый связан с общим снижением спроса на нефтепродукты на внешнем и внутреннем рынках из-за пандемии, введения ограничительных мер, в том числе на перемещение, доставку товаров и услуг. Второй определяющий фактор – недозагрузки мощностей, ухудшение качества поставляемой на переработку нефти. АО «ТФНК» использовала и в настоящее время продолжает использовать все имеющиеся технические возможности для глубокой переработки тяжелой нефти, плотность которой неуклонно растет из года в год. Так, плотность нефти в 2015 году составляла 872 килограмма на кубический метр, а уже в 2020 единовременно достигла 878,4 килограмма на кубический метр. На данный момент в мире не существует нефтеперерабатывающих компаний, обладающих и эксплуатирующих технологии глубокой переработки, позволяющих перерабатывать такие тяжелые нефти при соблюдении всех правил и норм промышленной безопасности. Такое постоянное утяжеление нефти доложил на видеосовещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шагабудинов, приводит к снижению технологической эффективности оборудования, вызванного забивками технических устройств асфальто-молопарафиновыми соединениями, содержащимися в поставляемой нефти. Для обеспечения безопасности производства, а также с целью исключения возникновения критических ситуаций было принято решение снизить нагрузку по перерабатываемой нефти. Комплекс ТФНК за последние 20 лет был коренным образом модернизирован и реконструирован с применением самых современных мировых технологий для переработки тяжелых нефти, но не хуже по качеству, чем нефть марки «Юралс». Однако на текущий момент по системе магистральных нефтепроводов Транснефти на ТФНК поступает нефть низкого качества, непригодная для ее прямой глубокой переработки в связи с запредельной высокой плотностью, которая достигает 878 кг на кубометр. Получаемый ТФНК некачественная нефть расслаивается еще до ее переработки и приводит к образованию значительного количества осадков и в нефтепроводах, и в резервуарах. И ее дальнейшая переработка неизбежно приводит к неконтролируемому образованию сверхвысокотяжелых асфальтеновых отложений и в трубопроводах, и в регулирующей арматуре, и в предохранительных клапанах. Ну и все другое оборудование тоже это забивает.
Переработка такой нефти может привести к серьезным катастрофическим взрывопожароопасным ситуациям. В связи с этим мы были вынуждены с февраля текущего года на 25% снизить нагрузку переработки нефти с 900 тонн в час до 680 тонн в час. Вопросы очень сложные, которые вы озвучили. Руководство республики, правительство, лично я, совместно с вами готов бороться за каждую позицию, чтобы обеспечить конкурентность наших компаний. Существует прямая зависимость между качеством перерабатываемого сырья и капитальными затратами на создание промышленных объектов нефтегазопереработки. Дальнейшая промышленная эксплуатация установок, не ограничиваясь высоким уровнем произведенных капитальных вложений, требует постоянного ежегодного увеличения ремонтного фонда на поддержание работоспособности оборудования. В последние годы снижение качественных показателей, принимаемой на переработку нефти, стали главной проблемой для Таиф НК. Решение этого вопроса в мире есть. Мы не первые, кто столкнулись с такой проблемой. Соединенные Штаты Америки с этим столкнулись в начале 2000-х годов. Общее качество нефти, когда начало ухудшаться, приняли кардинальные решения с тем, чтобы на переработку, на нефтепереработку шла нефть проектного качества. Применили соответствующие установки для получения так называемой синтетической нефти. С таким предложением мы выступили. Рустам Галиевич об этом упомянул. Работа такая ведется. Мы считаем, что в Татарстане, так как мы такой всегда пилотный регион, новаторы, имеет смысл и необходимость этим вопросом детально заняться с тем, чтобы этот вопрос кардинально решить. Неоднократные обращения к поставщикам с приведением неоспоримых доказательств негативного влияния параметров в качестве нефти на процесс ее переработки позволили в какой-то степени стабилизировать качество нефти относительно 2019 года. Однако до качества, необходимого для стабильной и безопасной работы технологических установок Таиф НК, еще далеко. Работа в этом направлении также является одной из приоритетных задач для планомерного и устойчивого развития нефтегазопереработки группы Таиф. В выпусках нашей программы мы довольно часто развенчиваем стереотипы и мифы, которые укоренились в сознании отдельных людей и даже экспертов примерно с 90-х годов прошлого века. Один из них гласит, что нефть – это черное золото, и нефть – это наше вечное проклятие. Иногда мы воспринимаем этот мир исключительно в черно-белых тонах, что, конечно, неправильно. Ведь та же нефть не всегда черная и тягучая, как у нас в Татарстане. Есть примеры почти прозрачной нефти, красной, оранжевой и даже зеленой по цвету нефти. Так что про черное золото это скорее красивый оборот речи, а уж рассуждения про сырьевое проклятие и вовсе не выдерживают критики. Потому как именно нефть для России при всех ее ценовых колебаниях основа для пополнения бюджета страны, того самого бюджета, который позволит нам запустить механизмы иной, не сырьевой экономики. Второй миф и стереотип в том, что отечественная нефтеперерабатывающая отрасль безнадежно отстала в технологическом и организационном плане от западных образцов. И поэтому надо по максимуму практически на любых условиях завлекать в страну иностранные компании. Но в свое время политика открытых дверей для варягов не дала ожидаемого результата в виде увеличения добычи и нефтегазовых доходов федеральной казны. Более того, возникла угроза перехода ведущих нефтегазовых активов в руки зарубежных компаний с непредсказуемыми последствиями. Поэтому задача состояла в том, чтобы наладить партнерство с иностранными компаниями на принципиально новой основе, на равных и взаимовыгодных условиях, минимизируя собственные риски и диверсифицируя направление взаимодействия. Сегодня Таиф НК – одна из тех компаний, которая, используя в том числе передовые зарубежные технологии, воплощает самые смелые и эффективные практики в нефтепереработке. А делают это специалисты Таиф НК, которые тягучую черную нефть превращают в качественные светлые нефтепродукты. Руфина Мукминова продолжит.
Нефтепереработка – одна из самых высокотехнологичных и экономически значимых отраслей экономики, требующая глубоких знаний и высокого профессионализма. В преддверии большого праздника – Дня химика, который масштабно отмечает нефтехимическая столица Татарстана в Нижнекамске, на предприятиях принято выделять лучших в своем деле. Ведущий нефтеперерабатывающий завод «Таиф НК» в этом году выделил 3 специалистов, о которых мы хотим рассказать в нашем сюжете. Все эти люди оставили значительный след в современной истории нефтепереработки. Ильфат Фазылзянов связал свою жизнь с нефтехимией и нефтепереработкой. Стаж его работы на сегодняшний день составляет 34 года. С августа 2008 года и по сегодняшний день Ильфат Селимзянович работает в должности оператора технологических установок 6-го разряда цеха каталитического крекинга сернистых нефтепродуктов завода бензинов «Таиф НК». За все время работы он зарекомендовал себя технически грамотным, исполнительным, дисциплинированным работником. В совершенстве знает назначение и работу оборудования, установок, технологию производства. Все коллеги и руководство отзываются о нем как о лучшем сотруднике и очень рады заслуженной оценке его работы. Является опытным наставником для молодежи и пользуется особым уважением в коллективе. Все к нему прислушиваются. Он всегда готов поделиться опытом с молодежью. Ильфат Селимзянович принял активное участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах по запуску в ноябре 2015 года в промышленное производство бензина экологического стандарта Евро-5 с содержанием серы менее 10 ppm. Благодаря профессиональному опыту он отслеживал работу блока газофракционирования углеводородных фракций, контролировал очистку получаемой продукции от серосодержащих соединений. Ильфат Селимзянович говорит, что просто любит свою работу и старается качественно ее выполнять. Я, конечно, горжусь, что работаю в Таиф НК, дорожу своим рабочим местом. И в дальнейшем собираюсь работать далее, если меня здоровье позволит. Есть у нас запасные тренажеры. Сдаем каждую неделю олимпикос, экзамен, сами себя проверяем. Для повышения своей квалификации все условия созданы здесь. Только работать и работать. Если не оправдаю доверие своих руководителей, грош мне цена. Так я считаю, девиз такой у меня. Еще один сотрудник, которому в этом году решено было присвоить звание «Заслуженный химик Республики Татарстан», трудится в цехе по производству битума АО «Таиф НК». Салахов Фанис Исмагилович начал свою трудовую деятельность в апреле 1987 года. С тех пор он верен нефтеперерабатывающей отрасли. При его непосредственном участии проведена модернизация установки получения неокисленных дорожных битумов и внедрение новой технологии получения окисленных битумов. Под его руководством удалось не только успешно внедрить австрийскую установку, но и повысить производительность и качество дорожных битумов. В мои обязанности входит, во-первых, выполнение плановых показателей, во-вторых, своевременное проведение ремонта технологического оборудования, контроль технологических процессов. Он очень хорошо знает установку, также обучает, делает из нас специалистов. Он очень хороший руководитель, знает толк в деле, хороший специалист, очень хорошо разбирается в технологии нашего цеха. Заслуженный авторитет и уважение в коллективе дорогого стоит. Продукция, которую выпускает цех, пользуется спросом у потребителей. Качество подтверждено заслуженными наградами. Сам же Фанис Исмагилович за все успехи в деятельности благодарит свой коллектив. Для нас эта награда означает признание заслуг всего коллектива 6-го цеха со стороны руководства. Спасибо им за это. Следующий герой нашего сюжета – Иван Борисович Долганов, мастер по ремонту технологического оборудования цеха номер 1 НПЗ. 23 года именно столько Иван Борисович посвятил себя нефтеперерабатывающим установкам. В 1998 году он пришел на завод «Таиф НК», начал свою трудовую деятельность с должности слесаря. Добросовестный труд помог ему подняться вверх по карьерной лестнице. Сегодня Ивана Борисовича ценят в коллективе, к его мнению прислушиваются. Это пример того, как честный труд и любовь к своему делу приносят заслуженные плоды. Интересно, творческая работа постоянно требует новых каких-то решений там. Условия, конечно, созданы, пожалуйста. Все дороги у нас открыты для молодых. Пожалуйста, дерзайте.
Это ж как обычно, приходят сюда, начинают с низов и потихоньку растут. Сегодня Иван Борисович – опытный наставник, который рад поделиться дельным советом. Он, как свои 5 пальцев, знает все установки цеха, при этом продолжает повышать свой профессиональный уровень и передает свой опыт молодым рабочим. Такой, как Иван Борисович, имея столько знаний и опыта, он и эти знания и опыт передает этим молодым специалистам завода. В ту же очередь, и, в принципе, нам студенты приходят также на обучение, также получают эти знания. У них проявляется интерес к нашему заводу, к нефтепереработке. Люди, о которых мы сегодня рассказали, являются примером безграничной преданности своей сложной профессии и образцом настоящего профессионализма. Конечно, таких сотрудников на ТФНК гораздо больше, и каждый из них достоин награды, ведь именно от них зависит успешное развитие всего нефтеперерабатывающего комплекса Республики Татарстан. Нижнекамск по праву считается нефтехимической и нефтеперерабатывающей столицей Татарстана. Здесь сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия, которые являются локомотивами роста экономики региона и всей республики. Именно поэтому Республиканский день химика по традиции отмечают в городе Накаме. Официальные торжественные мероприятия прошли во дворце спорта «Нефтехим-арена». Обо всем подробнее в нашем следующем сюжете. В Нижнекамске в Ледовом дворце «Нефтехим-арена» прошло чествование лучших работников химической отрасли Республики Татарстан. Поздравить работников химической и нефтехимической промышленности с профессиональным праздником приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Перед началом официальной части праздника в фойе «Нефтехим-арены» он посетил специализированную выставку, где были представлены новейшие достижения в области нефтепереработки, нефтехимии, охраны окружающей среды и инновационных технологий. На стенде компании ТФНК президент ознакомился с образцами продукции и результатами работы комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Я доложил президенту о результатах работы ТФНК в области глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков. Значит, мы достигли рекордных показателей в первом квартале 2021 года. Это 91,4% составило в марте месяце. Нефтепереработка – это сейчас та область, в которой нужно постоянно развиваться. Далее все празднество переместилось на сцену, сооруженную в Ледовом дворце. На трибунах ведущие работники нефтехимической отрасли Татарстана, для которых выступают лучшие творческие коллективы. С приветственным словом выступил Рустам Минниханов, отметив, что это особенный праздник не только для нижнекамцев, но и для всей республики. Я от имени руководства республики, от себя лично, хотел бы всех вас поздравить с профессиональным праздником, поблагодарить за вашу работу. И сегодня Республика Татарстан – один из нефтехимических центров нашей страны. И я надеюсь, что у нас дальнейшие большие планы, и эти планы будут реализованы. По-настоящему торжественной получилась церемония награждения. Памятные подарки получили ветераны производства, среди которых работник акционерного общества ТФНК Иван Борисович Долганов. В этот день также чествовали рационализаторов производства, молодых ученых, студентов и призеров школьных олимпиад, именных стипендиантов имени Николая Лемаева. Главный технолог ТФНК Марат Идрисов получил награду за свои научные разработки, которые уже внедрены в производство. Благодаря поддержке руководства республики, руководству нашей компании, группы компании ТАИФ, наукой заниматься в ТАИФе всегда очень приятно. И особенно приятно видеть результаты своих научных разработок уже непосредственно как результат производственной деятельности. Почетное звание «Заслуженный химик Республики Татарстан» было присвоено Фанису Салахову и Ильфату Фазалзянову. Оба они трудятся в нефтеперерабатывающей отрасли более 30 лет. Каждый из них добросовестно трудился на своем месте и даже не ожидал получить такую высокую оценку со стороны предприятия и правительства республики. Меня сегодня, конечно, наградили, сам личный президент. Я удивлен, как говорят по телевидению, говорят, я в шоке, действительно я в шоке. Так мне высоко оценили. Сам личный президент руку мне пожал и поздравил Днем химика. Чувствую гордость за свою работу, проделанную работу, за коллектив, гордость чувствую.
День химика в Нижнекамске получился по-настоящему душевным и теплым. Государственные награды дошли до своих адресатов, после чего на сцену вышла известная группа «Чиж и Ко». Артисты поздравили работников химической отрасли с праздником и исполнили свои известные композиции. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.